Это колеса не от того паровоза, что мы с вами сегодня бачили. Эти колеса называются сячкарні. Ой, какой интересный. Коли человек тримав коровку, а зимой у коровки болели зубки, може, альбо сено было твердое, несмачное, тогда человек ей допомагав. солому. Эту сено клалось вот сюда в корыце и крутилось колесико. А на колесику есть острые ножики. И эти ножики откусывают травку, глядите. В рабочем состоянии. Вот, и уже отрыпливаются дробные ковалочки, они называются сечка. Коли сюда посыпать трошки муки, облить теплой водичкой, сапраўдный салатик для коровки. Сами поедим. Коровка этот салатик любила, ела и наедала великий живот. А что у коровы под животом? Пеленочек. Вымя. Да, заводик, який робить молочко. И чем больше животик, тем больше молочка. Так человек сябраваў с коровой. А теперь скажите, что вот это такое? Саня. Сані, это на белорусской мове называются карки. Карки. Кар. Кто так разговаривает? Ворона. Значит, кто катается на санках? Ворон. Сами вы вороны. У человека вот это место на спине называется карок. Ну, на русском языке, наверное, загривок, закорок. Ну да. Вот. Так вот, наши дядули, как не тягать на карку бервень из леса, дровы тяжкие, брали с собой в лес вот эти карки. И оттуль тягали не на шее, а на санках. Вот, а вы, кажется, вороны катались, вороны. Ну так. А что так Здорова жизнь. Так, ну, а зараз мы с вами проходим на улицу и вертаемся.